Здравствуйте, дорогие ребята! Урок русского языка в 5 классе. С вами я, учительница средней школы номер 1 имени Федченко, Махлорой Мухаммад Каримовна. Тема урока – приставки и суффиксы. На этом уроке вы узнаете, из каких частей состоит слово, что такое суффикс, что такое приставка. Научитесь выделять в слове суффикс и приставку. Сделайте разбор слова по составу. Состав слова. Слова состоят из корней, из окончания, из приставки и из суффиксов. Главной частью слова является корень, а изменяемой частью является окончание. Корень. Корень – это общая часть однокоренных слов, в которой передается их основное значение. Окончание. Окончание – это изменяемая часть слова, которая служит для связи слов в предложении. Окончание образует форму слова. Приставка. Приставка – это часть слова, которая стоит перед корнем и служит для образования новых слов. Например, ход, вход, выход. Мы к слову ход добавили приставки в и в и образовали слова вход, выход. Ехать, приехать, уехать. Приставки образуют однокоренные слова. Например, бежать. Прибежать, убежать, добежать. У этих слов у всех один и тот же корень – беж, поэтому эти слова являются однокоренными. Ходить. Мы к слову ходить добавляем приставки у, за, пере, в, до и образуем слова уходить, заходить, переходить, выходить, доходить. Суффикс. Суффикс – это часть слова, которая стоит после корня и служит для образования новых слов. Например, школьник – смешной. Мы к слову школа добавили суффикс ник и образовали слово школьник. Смешной. Здесь суффиксом является буква «н». Суффиксы образуют однокоренные слова береза, березка, березняк, березовый. У этих слов корнем является берез, поэтому эти слова являются однокоренными. Суффиксы придают словам смысловые оттенки. Альфина, Альфинушка, Иван, Иванушка, Алена, Аленушка. Суффиксы онг, йонг. Эти суффиксы ласкательным значением. Тигр, тигренок, лиса, лисенок, орел, орленок, заяц, зайчонок, лось, лосенок. Теперь поработаем по учебнику. Упражнение 2. Прочитайте сказку. Как ее можно озаглавить? Жили-были суффиксы ик, ишк, ищ. Жили они за корнем, как и все остальные суффиксы. Ик был очень ласковый и нежный. Ишк жил беззаботно, обо всем говорил, всегда с насмешкой. Суффиксу иш все казалось большим. Вот пошли эти суффиксы на работу, им нужно было образовать слова. В тетради было написано «маленький дом». Суффикс «ик» образовал слово «домик». Из сочетания «большой дом» суффикс «иш» сделал слово «домище», а суффикс «ишк» из сочетания «старый, плохой дом» построил слово «домишка». Объясните значение слов «домик», «домишка», «домище». И озаглавьте текст. Упражнение 6. Найдите и обозначьте в словах суффиксы и приставки. Прочитайте эти слова
и обозначьте суффиксы и приставки. Напишите домашнее задание. Выучите определение. Упражнение 8 на странице 40. Молодцы, ребята. Всем доброго дня.